Вся жизнь Анны Павловой была посвящена балету, а все остальное окутано тайной, что рождало массу слухов. Например, ее настоящий год рождения. Он колеблется между 1881 и 1885. Смена отчества Матвеевна на Павловна. Было и множество разговоров о ее происхождении. Анна Павлова родилась в русской семье прачки и запасного рядового. Но в экзотических чертах ее лица и неславянском темпераменте явно угадывались восточные корни. Миниатюрная, хрупкая Анна с длинными ногами, тонкой шеей и талией в 10 лет поступила в императорскую балетную школу, где царила строжайшая дисциплина. Сначала она танцевала в Мариинском театре, а потом, когда к балерине пришел успех, вышла на сцену Большого. Анна Павлова много и успешно гастролировала по Европе. Однажды она спросила, чем так очаровывает публику, на что получила ответ: «Вы подарили им минуту счастья, дав на миг забыть свои заботы». Личная жизнь балерины, как она сама говорила, был театр. Это было правдой лишь отчасти. Еще в начале карьеры она познакомилась с богатым аристократом-красавцем Виктором Дандре. Он покровительствовал талантливой балерине, но связывать свою жизнь с ней не собирался. По этой причине их судьбы разошлись, но не навсегда. Спустя годы, когда Анна блистала в Париже с русским балетным театром, она узнала, что Виктор попал в тюрьму за долги. Ради возлюбленного к тому времени уже известнейшая балерина заключила выгодный, но не сулящий больших высот контракт, чтобы вызволить из заключения Дандре. Этот героический поступок балерины он оценил по достоинству, сохранив верность ей до конца. Они тихо увенчались и хранили эту тайну долгие годы. Анна Павлова объездила весь мир, и везде ее с триумфом принимали зрители. Каждый раз они ждали любимый танец примы «Умирающий лебедь». Этот маленький шедевр родился случайно, всего за несколько минут до выступления. Балетмейстер Михаил Фокин показал Анне Павловой движение умирающей птицы, пытающейся бороться со смертью, которое ей удалось воплотить поистине гениально. С этого момента лебеди стали неотъемлемой частью ее судьбы. Они жили в пруду ее лондонского дома, а снимки с ее любимцем Диком сохранились по сей день. Последними же словами легенды балета, умирающей от воспаления легких, стали: «Перенесите мне костюм лебедя».